А далее о том, как в городах и районах Коми общественники развивают спорт. Оказывается, мало установить новую спортивную площадку. Надо сделать ее местом притяжения. Наглядный пример в этом плане демонстрирует Сыктывкар. Здесь, благодаря инициативным спортсменам и поддержке гранта главы республики, к спортивным занятиям на свежем воздухе привлекается все больше людей. Евгений Стокас о секрете успеха. Вот посильнее давай, посильнее. Раз, два. Тренеры Федерации бокса Сыктывкара и школы Олимпийского резерва отрабатывают технику с юными учениками. Столичные боксеры уже традиционно проводят воскресные уличные тренировки на площадке в Кировском парке для всех желающих. Боксеры вместе с Минспорта Коми, городскими властями и другими партнерами инициировали запуск программы «Земский тренер Республики Коми» в столице, которая вскоре получила грант главы региона. Подали заявку на грант главы, выиграли его, и то есть теперь у нас есть возможность закупить инвентарь, оплатить работу тренеров. К этому проекту стали присоединяться другие федерации, фитнес, третий возраст, моржи, много. Спортсмены видят плоды своих трудов. Если сначала приходили заниматься только 3 человека, иногда 5, то сейчас на каждой тренировке бывает до 30 участников. Одним боксом дело не ограничилось. Здесь проводят и менее требовательные к физической подготовке тренировки. Плюс рассказывают, как еще укрепить свой организм. Мы с удовольствием, конечно же, присоединились для того, чтобы людям рассказать, что фитнес – это не только про мышцы, но это про здоровое движение, про то, чтобы ваши суставы и ваше здоровье было отличным. Мы всегда рады помочь и советом, и также пригласить к себе на тренировки, если это необходимо, если человеку требуется внимание. Всегда всем рассказываю о закаливании, потому что это ведет к здоровью, к укреплению здоровья. И время года здесь не играет никакой роли. Мы плаваем и в мае, и летом, конечно, когда тепло, и осенью, зимой. На площадке сегодня можно увидеть и гораздо менее привычные упражнения, например, суставную гимнастику. Она подходит как физкультура и совсем юным, и спортсменам в возрасте. Палки-противовесы, мы постоянно находимся посередине. Да, мы прорабатываем свой позвоночник, у нас нет экстремальных нагрузок, у нас хорошо мы работаем с мышцами, с мышц снимается то напряжение, которое у нас скапливается за день, да, если мы сидим и все остальное. Проект «Земский тренер Республики Коми» с первого дня начал привлекать других общественников. Известные в столице активисты, к примеру, Константин Мороков и Юлиана Некрылова, стараются не пропускать ни одной тренировки. Что здесь делают экологи? Повышают свой спортивный дух, потому что без спортивного духа нам вообще никак, потому что мы же участвуем в различных субботниках, а как же? Нам же нужна и сила, и бодрость, и вообще мы за здоровый образ жизни, а экология и спорт – это 2 стороны одной медали. Тренеры-профессионалы по-настоящему оживили спортивную площадку в парке. Она и раньше не пустовала, но подобные активности точно прибавляют сторонников уличному спорту. Такой опыт, считают спортсмены, нужно обязательно масштабировать. Сейчас как никогда подходящий момент, инфраструктура располагает почти везде. Население тянется к спорту. В особенности сейчас, когда у нас эти спортивные площадки начинают строиться, уличные. То есть, как мы видим, по тем годам, сразу же там вандалы приходят или еще кто-то. То здесь, с учетом того, что выходят тренеры-общественники, тренеры спортивных школ, они правильно учат заниматься спортом. Региональный проект «Земский тренер» – это подготовительная ступень к реализации уже федеральной одноименной программы в рамках нацпроекта «Демография». Спортивная инфраструктура должна работать и приносить пользу. И неважно, где она находится, хоть в большом городе, хоть в далеком поселке. По примеру программ «Земский доктор» или «Учитель», «Земский тренер» поможет привлекать молодых и амбициозных в отдаленные районы, деревни и села. Потребность таких специалистов вполне реальная, потому что есть потребность в массовом спорте. И пример тренировок боксеров в Кировском парке Сыктывкара тому доказательство.